Селям алейкум, сайхалы достлар. Сегодня у нас очередной урок крымско-татарского языка. И тема сегодняшнего урока будет ер, ве, чихыш, келеши, местный исходный падеж. Ер келеши отвечает на вопросы кимде, у кого, неде, у чего, хайда, куда или же где. Не ерде. Тоже в переводе означает где, но если дословно перевести, он будет обозначать в каком месте. Ну, конечно же, все говорят просто где, вместо того, чтобы говорить в каком месте, так как где является более грамотным переводом. Не вахат, хайда. Давайте повторим. Кимде, у кого, неде, у чего, хайда, куда, где, не ерде, где, не вахат, когда. Аффиксы. Аффикслер. Де, да, те, та. Также обратите внимание, что, например, если вопрос оканчивается на де, кимде или не де, также аффикс будет де, ерде, на земле. Хайда, например, где, сувда, в воде или на воде. Не ерде тоже можете ответить сувда или когте в небе. И та от та у лошади. Давайте вместе повторим. Ерде, сувда, когте, атта. Ат – это лошадь. Атта – у лошади. Следующий падеж. Чихыш келеши. Исходный падеж. Он отвечает на вопросы. Кимден – от кого или из кого, неден – от чего, не ерден – откуда, не вахаттан – с какого времени, кимнен – с кем, ненен – с чем. Давайте повторим. Кимден, неден, не ерден, не вахаттан, кимнен, ненен. Аффиксы. Аффикслер. Обратите внимание, что предыдущий падеж, он заканчивался просто на де. Вот смотрите. Ер келеши, просто кимде, у кого. Но чихыш келеши оканчивается на ден. Кимден, от кого. И также аффикс заканчивается на ден. Кимден. Или же неден. Ерден. Из земли. Сувдан. Кимден, неден, не ерден. Откуда? Сувдан из воды или авадан с воздуха. Тен, когтен с неба. Аттан от лошади. Но также вот этот пример показывает, что не всегда, если вопрос оканчивается на, например, ден или нен, то и в слове будет
такое же окончание, как, например, кимнен – с кем, аттан – от лошади. Но здесь можно также сказать атнен, кимнен, атнен. Давайте я вам напишу. Атнен. Также кимнен, османнен. Окончание нен. Давайте повторим слова. Ерден, сувдан, коктен, авадан, аттан, атнен, османнен. Ну все, на этом я заканчиваю свой урок крымско-татарского языка. Если урок вам был интересен, пишите в комментариях. И следующий урок будет на следующей неделе. И если у вас есть вопросы, можете писать мне на мою электронную почту usneganiva@gmail.com. И корюшкенджи. До скорых встреч!